что, если я правильно понимаю, это продолжать и начинать писать законы, которые бы каким-то образом тоже защищали, в том числе и закон про коренной народ, правильно? Да, это что же сам по себе Слушайте, шаг вот для оккупации это Крыма? вообще третий вопрос, и он более чем важен, потому что если мы говорим о крымско-татарском народе как народе и том давлении, которым подвергаются крымские, это даже не вопрос только политических преследований. Слушайте, а вот эта ломка, которая происходит с детьми в момент обучения, а вот эти странные разнарядки, всем прийти в платочках, будем освещать учебники, подождите, это оскорбительно. То, что происходит с учителями, то как людей потихоньку выдавливают с работы, это ведь тоже способ давления. Так вот, вот эти вещи, на мой взгляд, прекратятся тогда, когда крымско-татарский народ, во-первых, получит, наконец, статус коренного народа, будет признан. Когда Украина ратифицирует конвенцию о коренных народах, то есть полностью имплементирует все законодательство. Вы ведь знаете, ведь сколько мы поднимаем этот вопрос, и ничего не решаем. Смотрите, мешает непонимание аспектов, что это необходимо, потому что когда Россия поймет, что ей бесполезно ломать крымско-татарский народ, не потому что крымские татары как субъекты выдерживали не такое давление, они не ломаются, но она перестанет их ломать, потому что смысла нет. Крымские татары уже коренной народ, уже имеет свою автономию, и уже все. То есть, ну что ты уже сделаешь? Сейчас зачем? Почему идет ломка? Россия пытается заставить крымских татар отказаться от Меджлиса, отказаться от Курултая, как органов самоопределения крымско-татарского народа, от своих органов власти, и создать какие-то, признать вот эти фейковые структуры. Возможно, даже попросить у России право, как сделали, кстати, караимы Крыма, попросить Россию обратиться в Минюст, признать их коренным народом России, получить какую-то себе культурную автономию, там, с чебуреками и танцами. Вот что они хотят сделать. Россия ведь пытается давить на крымско-татарский народ, чтобы использовать его право на самоопределение для легитимации российского Крыма. Украине мешает то, что здесь идет жуткая кампания против. Эта кампания, она, во-первых, в этой кампании там есть несколько компонентов. Первое – это псевдопатриоты. Потому что, я объясню, это очень интересный феномен. Черновол Вячеслав, он выступал за крымско-татарскую автономию. Да, мы слышим, что говорит Маринович, мы знаем, что говорил Петр Григоренко. То есть те, кто есть, украинские вот эти, те самые люди, которые шли в тюрьмы за национал-буржуазные идеи, настоящие украинские националисты, всегда выступали за основание украинского государства как совместное государство двух коренных правозначимых народов, крымско-татарского и украинского. Это логично. Два народа самоопределились, создали между собой державу. Это вам уже не какой-то там осколок Российской империи или Советского Союза, который кому-то по пьяни подарил Хрущев. То есть все вот эти сказки, которые сейчас Россия рассказывает на международной арене, предъявляя права на Крым, они будут нерелевантны в случае, если крымско-татарский народ получит право на самоопределение. Людям этого не рассказывают. Им приходят псевдопатриоты и рассказывают: украинский, я был безлюдный. Какую-то глупость, понимаете? Глупость. Причем эти люди, они очень интересные. Часть их риторики настолько отличается от того, что в свое время проповедовал и чему действовал тот же Черновол. Поклонники вот этих псевдопатриотов уже не замечают, что многие аспекты у этих радикалов националистических один в один совпадают с российскими националистами. Один в один просто. И полностью противоречат тому, что было образцом украинской национальной идеи. Мы оказались в ситуации подмены. Это вот такая российская информационная спецоперация.